Вторая часть программы «Мордовский блок новостей». Владимир Евгеньевич Гридин комментирует новости декабря 2018 года из жизни Республики Мордовия. Следующая новость называется «Взаимоотношения РПЦ и КГБ». 28 декабря РПЦ это что? Русская Православная Церковь. Все ясно. 28 декабря нижегородское интернет-издание «Коза» обнаружило имя настоятельницы крупнейшего в России женского монастыря Свято-Троица Серафима Дивеевского монастыря Нижегородской епархии игуменьи Сергии. Будем считать, что эта епархия относится к Мордовии, потому что это было в Ордатовском уезде раньше. Так вот, имя ее, это игуменьи Сергии, в миру она Александра Георгиевна Конкова, ее имя обнаружили в недавно рассекреченной Латвией картотеке республиканского КГБ, Национального архива Латвии. Там было обнародовано более 10 тысяч отсканированных карточек агентов, работавших на КГБ в 80-х годах. Там были имена потенциальных кандидатов для вербовки, информация о лицах, планировавших выехать за границу, картотеки учета внештатных оперативных работников, телефонная книга сотрудников КГБ. И вот у меня даже есть карточка, ее здесь распечатана, она там в категории «Агент», псевдоним ее Вероника, номер ее карточки 22 957, место работы, должность, вернее, благочинная филиал Рижского женского монастыря. Она пришла в монастырь в 1981 году, через год постригли ее, еще через 2 года снова постригли в мантию с именем Сергия, в честь преподобного Сергия Радонежского, после чего перевели в Рижскую обитель, в Спасо-Преображенскую пустынь. И причем руководитель, духовник этой Римской Преображенской пустыни, это архимандрит Таврион Батоский, около 20 лет просидевший в лагерях ГУЛАГа. После этого вот эту настоятельницу, уже которая 4 года как агент КГБ, назначили Алексей II руководить вот этой Дивеевской Свято-Троицкой Серафима Дивеевской обителью руководить, потому что она, видимо, хороший организатор, настоятель. А вообще, вот по поводу этой публикации данных КГБ Латвии, тут еще такой фактор, что Латвия считает советскую власть и КГБ оккупационным режимом с 1945 года и обещает, и у них еще двойной фактор, что это не просто работа на органы безопасности и такой фактор, но еще они считают, что это работа такая работа на оккупационные войска, как это называется, не полицай, а забыл слово, работа на сторону военного противника. В мае Национальный архив Латвии, они еще обещали опубликовать доносы, которые вот эти 1000 агентов. Как бы вы это прокомментировали? Как здесь прокомментировать? Сотрудники ФСБ, работа у них такая. Это работа. Они на всех собирают информацию. И если для властей нужно использовать любого человека, значит предоставляет. А то, что вера у нас превратили и ранее, и сейчас, это специально оболванивать людей и поддерживать именно тот режим, который в настоящее время у нас работает в России. Поэтому ничего удивительного нет. А те люди ФСБ, это те сотрудники, работа у них такая. Что сделать? А просто у нас в России всегда же был и с времен Сталина период был такой, когда стучали друг на друга, родственники друг на друга, и стремятся именно так жить. Это политика, что сделаешь? Поэтому у нас прекрасная страна, но тот режим, который, еще раз хочу сказать, очень тяжело смотришь, хотят сделать. Надеемся, что опять законы должны быть для всех. Вот что должно основное. А вера должна быть, это нормальная вера, когда у нас
Вера, не использовали в интересах государства, когда сейчас начали внедрять в образовании, в школах и все. И вы обратите внимание, посмотрел, что те учебники, которые в школе как раз о вере, там четко говорится. Вот сиди и думай, вот тебе старшие скажут, что надо делать, то и осади молитвой, думай и учи. Ну вот такая политика. Поэтому, а хотя государство у нас светское, ну о чем это? О чем? Следующая огромнейшая новость. В целом я ее заглавил так, что это называется так: финансовая, экономическая и демографическая ситуация. Вот, Владимир Евгеньевич, послушайте. Владимир Дмитриевич Волков в конце декабря ответил на вопрос столицы С о причинах наибольшей в России задолженности бюджета нашей республики. И в том числе он ответил и по поводу среднемесячной зарплаты. Так вот его аргументы. Он их называет объективные причины. Во-первых, почему у нас такое превышение, вот он даже говорит, что действительно государственный долг Мордовии значителен. На 1 декабря 2018 года он превысил объем собственных доходов более чем в 2 раза. Вот такие он объективные причины приводит. Во-первых, что средства тратились на подготовку мероприятий федерального и международного значения, в частности, вот этот чемпионат мира по футболу. Дальше средства вкладывали в социальные объекты, построено большое количество дорог. Дальше он приводит аргумент, что со стороны федерального центра к Мордовии нет никаких претензий по поводу целевого использования средств. То есть мы никуда налево не тратили, никакие схемы незаконные, все на благо народа, скажем так. Ну вот он говорит, что мы все согласовали с Москвой, долг реструктурировали, все по плану. Жители Мордовии, не беспокойтесь. Причем даже собственные доходы, он говорит, в 1,5 раза выросли относительно предыдущих 5 лет. И вот он говорит, как мы выходим из положения, как мы будем справляться с этим долгом. Мы отменяем налоговые льготы. Вот в декабре некоторые налоговые льготы были отменены, налоги повысили, то есть повышают доходную часть бюджета регионального. Налог на имущество организации, так изменили его систему исчислений, что он теперь будет больше доходов приносить. Но доходы бюджета хорошо, а тем, у кого деньги уходят, им-то хуже, значит, им придется или увольнять сотрудников, или уменьшать экономическую активность, или уменьшать расширение бизнеса, то есть палка о 2 концах. Дальше он говорит, что в 2017 году сократили количество исполнительных органов власти с 30 до 21, численность госслужащих уменьшили на 10%, и вообще в 2019 году мы будем профицитный бюджет. То есть вот говорит, что все потихоньку будем выходить. Он нас вот такими аргументами доводит до нашего сведения. Дальше он говорит, почему среднемесячная зарплата у нас невысокая в Мордовии. Тоже аргументы приводит. Потому что аграрный сектор у нас в республике, а это обычно ниже, чем в республике. Тогда вопрос, почему бы нам от аграрного сектора не уходить, что мы так молимся на него, если это такой низкий уровень зарплат. Второй фактор он приводит, что зато у нас минимальная безработица, 0,8%. То есть мы уговариваем не увольнять людей, и из-за этого, получается, средний уровень зарплат уменьшается. Потому что обычно, когда сокращают, у оставшихся средний уровень зарплаты растет. То есть, тоже палка о 2 концах, может быть, действительно это и правильно. А может и неправильно. Потому что те, кого могут уволить, значит, они, может быть, хуже работают. Не знаю, это опять мы в социализм вернемся, что все никакой безработицы, но зато экономического роста нет. Дальше. 13 декабря Государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что у нас конфликт, оказывается, у Минфина Мордовии с казначейством и в целом с Министерством финансов России. Казначейство провело проверку летом этого года, обнаружило, что нарушается план по выходу, по уменьшению задолженности.
сообщил эту информацию Министерству финансов России. Минфин России выпустил приказы, что нужно из доходов бюджета Мордовии взыскать доход федерального бюджета 20,5 миллиардов. Мордовский Минфин сразу подал в суд на Минфин России, что типа не допустим, что это незаконные эти приказы. И вот пока несколько месяцев тянется эта тяжба. Минфин России говорит, что мы нарушаем обязательства при реструктуризации нашего долга, а Минфин Мордовии говорит, что нечем платить зарплаты в поликлиниках, что не отбирайте у нас последнее. Дальше вот республиканский Минфин сообщает, на 1 октября 2018 года долг достиг 55,9 миллиарда, а доходы 37,5, по-моему, или 35. Так, ну вот программа реструктуризации, ну ладно, это неинтересно. То есть Мордовия согласовала и довели до нашего сведения, какой процент должен быть процентов по государственному долгу у Мордовии и какие у нас должны быть экономические и финансовые показатели. Вот Минэкономики Мордовии говорит, что валовой региональный продукт у нас 238 миллиардов на 5% вырос по сравнению с прошлым. Объем отгруженной промышленной продукции на первом месте, чуть ли в Приволжском федеральном округе, тоже 1% роста относительно прошлого. Строительный комплекс растет, розничная торговля, все растет у нас, Владимир Евгеньевич. И причем внешнее финансовое управление над нашим Министерством финансов пока не введено, хотя долг у нас на первом месте относительно доходов, но уже внешнее финансовое управление введено в Хакасии, в Костромской области, в Карелии, в Кабардино-Балкарии. Там Минфин регионально не имеет права ни один расход осуществлять без санкций согласования с Москвой. И причем у нас трудность, что Мордовии не дают банковские кредиты, потому что у нас очень низкий рейтинг. У нас вот, так же как у нас аналитическое кредитно-рейтинговое агентство всероссийское, еще в этом году опустило кредитный рейтинг Мордовии. Поэтому нам банки не дают кредиты, и мы объявляем аукционы уже не первый год, и никто нам по процентной ставке 8,5 не дает нам кредиты. Долг предприятий госсектора Мордовии 15 миллиардов. То есть это говорит о том, что их надо приватизировать, тогда будет. Но приватизировать не как попало, не своим же людям и за бесценок, а в открытой процедуре. И только те предприятия госсектора, которые убыточные действительно, они то, что самые выгодные, как у нас было это правительство Гайдара делало. 28 декабря Управление Роспотребнадзора сообщило, что количество плановых проверок у нас уменьшается. Чуть ли не в 16 раз уменьшилось число проверок малого бизнеса. Число безработных у нас на 6,4% снизилось. Оно 3,5 тысячи. И чтобы вы не заскучали, Владимир Евгеньевич, последнюю цифру. Значит, у нас бывший начальник службы ЗАГС Мордовии 26 декабря сообщила цифры о числе браков. У нас 3800 браков в этом году. Количество детей у нас по прошлому году данных около 7 тысяч родилось, а умерло около 11 тысяч. И чтобы в конце порадоваться и позавидовать, у нас по налоговым декларациям в 2018 году от 1 до 10 миллионов те, кто задекларировали доходы, более 2000 человек, от более 10 миллионов до 100 миллионов, более 100 человек, от 100 до 500 миллионов в год заработали 12 человек, и более 1 миллиарда это 1 человек. И в этом году, и в прошлом году это, видимо, Сергей Иванович Сеушов, который в 2015 году продал свою долю в Мордовцементе. Как бы вы прокомментировали эту россыпь данных? Это опять коротко. Ну, насчет Владимира Дмитриевича, главы республики, мне жалко его. И он прекрасно все понимает, с той ситуацией происходит в нашей Мордовии. Но он тот участник всей этой жизни, которая на сегодняшний день в Республике Мордовия.
И поэтому он бы рад уйти, но его же никто не отпускает. Он глубоко больной, наверное, человек, но если он уйдет, Ну, просто... больной в смысле вы переживаете и как бы добра ему желаете, что... Ну, конечно, Да. конечно. И поэтому он же не глупый человек, он понимает эту ситуацию. Но он и рад бы, я думаю, хотел бы уйти на покой, работать, жизнь, о себе думать, о близких. Но он в такую яму залез. Поэтому мне просто жаль Владимира Дмитриевича. И все остальное это, ну еще раз говорю, ну о чем мы всегда говорили с 90-х годов о коррупции, коррупция, все хуже, хуже, хуже. Вот мы сейчас приходим к краю пропасти, уже все, мы уже падаем в эту пропасть. Сколько мы уже с вами дно знали, пробили эти... Нет ни дна, ничего. А сейчас самая настоящая пропасть у нас. Но это потому, что никто не думает об экономике нашей страны. А это основное, что надо думать. А что надо главное поменять для того, чтобы экономика... Политику в стране. Политику в стране. Мы всегда говорили как раз президентские выборы, как раз. И именно политика должны и быть экономисты, а не какой-то, значит, партии кто-либо. У нас экономика в стране, чтобы жизнь, люди становились лучше, лучше, лучше. А не эти клоуны нам постоянно рассказывают басни, а на самом деле все хуже и хуже происходит. Все познается в сравнении, поэтому следующая новость, Владимир Евгеньевич. Я решил привести сравнение Мордовии с одной страной, которая, мне кажется, очень исходные позиции с нашей республикой. Эта страна называется Южная Корея. Дело в том, что... Северная? Нет, Южная. Сейчас я вам расскажу. Нет, я вам в смысле по объективным параметрам. По политическим это, конечно, Северная. Но не только Мордовия, в смысле, это в целом Россия. Сейчас я вам объясню, согласитесь со мной. 21 ноября, я к чему, что одинаковые базовые позиции, но результат разный. Это говорит о том, что там одно общество и одна организация общества, а у нас другое общество и другая система организации этого общества, в том числе политическая система. 21 ноября, будем считать декабрьская новость почти, состоялась 87-я сессия Генассамблеи Интерпола, на которой был избран новый президент вот этой международной организации уголовной полиции, гражданин Южной Кореи Ким Чон Ян. Больше 60% за него проголосовали. Полномочия у него есть тут определенные. Он должен руководить премиями и так далее, так далее. Много здесь полномочий у него. Напомню, что генеральным секретарем Организации Объединенных Наций дважды избирался на 5-летний срок с 2007 по 2016 год тоже гражданин Южной Кореи Пан Ги Мун. А теперь что у нас общего у Мордовии с Южной Кореей? Дело в том, что у нас почти одинаковая территория с Южной Кореей. Если убрать из Южной Кореи, из Республики Корея, горный ландшафт, вулканы, 3000 необитаемых островов, то равнинные территории, я посчитал, они у нас почти равны с Мордовией. То есть условия природы одинаковые. Дальше я перечислю, и природных ресурсов у них также нет, как у нас. Но население Мордовии, у Мордовии уезжает и вымирает, во-первых. Во-вторых, уезжает из Мордовии. И поэтому в Южной Корее население в 64 раза больше, чем в Мордовии. Но дальше смотрим. Средний показатель, плотность населения. Она в Корее в 16 раз больше, чем в Мордовии. ВВП Кореи, казалось бы, территория та же. Пожалуйста, производите, соревнуйтесь. Но в Корее в 420 раз больше ВВП, чем в Мордовии. В Мордовии 3,5 миллиарда долларов, я перевел, а в Корее 1,5 триллиона долларов.
Дальше средний показатель, опять же, для сравнения с Мордовией. ВВП на душу населения. В Корее в 8 раз больше. То есть в 8 раз больше, лучше в среднем живут граждане Кореи, чем в Мордовии. Хотя так как у нас расслоение больше, там, видимо, если убрать расслоение, еще лучше живут люди. Не больше, чем в 8 раз. У нас 4000 долларов ВВП на душу населения в Мордовии, а у них 31 тысяча долларов. Больших месторождений в Корее нету. Большую часть природных ресурсов, как и в Мордовии, приходится импортировать. Климат в Корее, да, вот по климату, да, у них более теплый, но зато периодически ущерб экономике наносят летние, осенние тайфуны. У нас, слава богу, в Мордовии тайфунов нету. Да, температура в январе от 0 до минус 4 градусов в центре и на западе, и на востоке и на юге от минус 1 до плюс 3. Устройство как бы такое административное тоже похоже. В Мордовии 22 района и 3 города, 25, то есть штук таких подразделений. 3 города — Саранск, Рузаевка, Кабулкино. А в Корее 9 провинций, 6 городов-метрополий, приравненных провинциям, и 1 город особого статуса. Дальше, для сравнения. Современная эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования. В Мордовии 546 километров. Это в 6,5 раз меньше, чем в Южной Корее. Там 3500 километров. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Мордовии 6200 километров. Это в 17 раз меньше, чем в Корее. Та же самая территория, а дорог в 17 раз меньше, железнодорожных дорог, как бы железных дорог в 6,5 раз меньше. Протяженность автодорог с твердым покрытием на той же самой территории одинаковой. У нас 4500 километров, а у них 18 раз. Нет, я не прав. Это у них 4500 километров, а у нас 18 раз. Опять ошибся, извиняюсь. У нас 4500, у них 83200. 18 раз больше на той же самой территории. Дальше смотрим, в чем разгадка. Возможно, одна из разгадок. До 1998 года Южная Корея была одной из самых коррумпированных стран мира. Но когда 18 декабря 1997 года на президентских выборах победил Ким Дэ Джун, во-первых, на президентских выборах смог победить оппозиционер, уже отличие от нашего, республики в частности. Этот Ким Дэ Джун 26 лет боролся за власть. И после того, как он победил, его сажали, арестовывали, ему приходилось сбегать из страны от репрессий. И после того, как он победил, с 1998 года он начал реформы. Он смог побороть коррупцию, уличил 2 предыдущих президентов в коррупции и после суда обоих помиловал. То есть он добрый, несмотря на то, что суд их приговорил к смертной казни, он их помиловал. То есть дело не в насилии, а в том, что больше недопустимо коррупционная деятельность. Дальше он начал либеральные экономические реформы. То есть по-настоящему либеральные, а не то, что вот Гайдар и Чубайс, эти большевистские реформы проводили. Дал свободу экономике. Он минимизировал государственное регулирование экономики. То есть продавал собственность не своим знакомым за взятки, а на открытых аукционах по наибольшей цене, кто сможет максимально эффективно воспользоваться бывшей государственной собственностью. Он организовал систему бесконтактного электронного взаимодействия граждан с государством. Дальше были следующие президенты. И вот предыдущий президент Южной Кореи в 2016 году, ее зовут Пак Кын Хе, это женщина. В 2016 году она отстранена от власти независимым парламентом, то есть у них есть независимый парламент. Посмотрим, есть ли у нас в Мордовии и в России независимый парламент. И может поэтому в Корее такой уровень жизни, потому что у них есть независимый парламент. И он имеет право отстранять через процедуру импичмента президента. Может ли у нас парламент отстранять? И вот этот парламент, называется Национальное собрание, отстранило президента, вот эту женщину, Пак Кын Хе. И причем потом независимый конституционный суд подтвердил, что да, действительно было взяточничество, и импичмент правомерен. Есть ли у нас в России, в Мордовии конституционный суд, который может вот так себя вести? И не в этом ли разгадка, что у нас такой уровень жизни, а в Южной Корее такой?
Значит, ее отстранили за взяточничество, злоупотребление властью, передачу секретной информации своей подруге детства. И через год на следующих выборах был избран кандидат Мун Дже-ин, кандидат от другой партии тоже. Значит, есть другая партия, и другая партия может побеждать на выборах. Есть ли у нас возможность у представителей других партий побеждать на выборах? И не в этом ли разгадка разницы в уровнях жизни? Дальше, по паритету покупательной способности ВВП Кореи занимает 11 место в мире. То есть не то, что с нашей республикой. На первом месте это Китай, США, Индия, Япония, Германия, Россия, в том числе Индонезия, Бразилия, Франция, Корея на 11 месте. Это маленькая страна с территории Мордовии занимает 11 место в мире по ВВП. Дальше, Корея, в отличие от Мордовии, это крупнейший в мире судопроизводитель. Доля мирового рынка 45% у этой страны с территории Мордовии. У Южной Кореи один из крупнейших в мире паромных флотов. В Корее 111 аэропорт, а в Мордовии один. Южнокорейский международный аэропорт Инчхон один из крупнейших в мире по показателям объема международных авиаперевозок и количества операций взлетов и посадок воздушных судов. Южная Корея и Европейский суд в 2010 году заключили соглашение о свободной торговле. То есть там есть свободная торговля. Есть ли у нас в Мордовии свободная торговля? И равны ли права у мордовских предприятий и у предприятий мировых? Или есть привилегии? Дальше. Но вот у ВВП Кореи, вернее, Европейский Союз для Южной Кореи крупнейший иностранный инвестор и второй по величине экспортер. Есть ли у нас такие инвесторы в Мордовии? Настолько мы рады им, этим инвесторам иностранным. Может быть, если бы мы были более рады и лучшие условия предоставляли, у нас были бы больше инвестиций, значит, больше предприятий открывалось, значит, больше было рабочих мест, значит, выше был спрос на рабочую силу, значит, росла бы средняя зарплата, значит, у нас бы люди приезжали бы в Мордовию, потому что знали, какая здесь зарплата и какой уровень жизни. Дальше. Сфера услуг ВВП Кореи более 70%. А у нас в Мордовии только сельское хозяйство десятилетиями. Может быть, стоит сферу услуг развивать, и нечего так фетишизировать сферу сельского хозяйства, учитывая, что она, возможно, и убыточна у нас. И мы ее из бюджета регионального. Дальше. Всемирно известное корейское боевое искусство тхэквондо. Есть ли у нас в Мордовии такие, которые пользуются мировой славой? Может, нам нужно на это деньги выделять и это поддерживать? Дальше. В 1992 году Корея отправила в космос до 10 спутников. Сколько Мордовия отправила спутников? С 2013 года в Корее разработан первый в мире цифровой учебник. Он распространяется бесплатно в школах. Есть ли у нас в Мордовии такие инициативы? Поддерживаются ли они? Или они подавляются, инициативы у нас в Мордовии? Корея занимает первое место в мире по плотности роботизации. Это число промышленных роботов на 10 тысяч занятых в отрасли. В мире среднее это 85, а в Корее 670, а в России 4 всего на 10 тысяч занятых. А в Мордовии у нас сколько? Наиболее известные южнокорейские бренды – это Samsung, LG, Hyundai. Есть ли у нас такие бренды, которыми Мордовия гордится, что во всем мире это раскупается? Вот последняя вещь. Для примера. Вот Hyundai Motor Group. Это южнокорейская группа компаний. Производит бренды Hyundai и Kia автомобили. Это 4-й в мире крупнейший автопроизводитель после Volkswagen, Renault, Nissan, Mitsubishi и Toyota. Вот эта страна с территории Мордовии, на ней 4-й в мире автопроизводитель. В этой группе компаний 75 тысяч работников. Годовая прибыль, чистая прибыль вот этой компании, южной группы компаний, южнокорейской, в 7 раз больше, чем весь ВВП Мордовии. ВВП Мордовии 3,5 миллиарда долларов, а только чистая прибыль годовая этой группы компаний 26 миллиардов долларов, в 7 раз больше. Причем все последние годы в пятерку самых продаваемых в России автомобилей, в пятерку входят 3 марки из Южной Кореи. То есть из 5 2 российских, это Лада Гранта и Лада Веста, а остальные 3 это южнокорейские, вот этой страны с территории Мордовии. Это Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Причем
можно сравнить с Мордовией, с Россией в том, что как Россия, Южная Корея, она находится в состоянии оборонительной холодной войны с северным братским соседом. И поэтому ей приходится тратить 15% бюджета на армию. Это у нее 7-я в мире по численности действующих войск армия. И 2-я в мире по численности резервных войск 4,5 миллионов. Ей приходится тратить деньги на это. И у нее 11-й по величине оборонный бюджет в мире. Она, Южная Корея, на 2-м месте в мире по количеству военнослужащих на душу населения после вот Северной Кореи. То есть ей огромные деньги приходится тратить на оборонные расходы. То есть, ну, аналог и с нашей страной, и с нашей республикой, а уровень жизни в десятки раз выше. Как вы это объясните, Владимир Ильич? Во-первых, я думаю, вообще не стоит анализ проводить Мордовии и Южной Кореи. Для примера брать. Стремиться к ним. Примеры стремиться нет. Есть политика России, которая, пример, это Северная Корея. Северная Корея. Поэтому вот пример только Северной Кореи у нас пример. Сирия, Вот. Венесуэла. Поэтому, ну о чем мы можно говорить? Поэтому, опять-таки, я говорю, вот та политика, которая в России, мы приходим к системе той, это Северная Корея. Та Северная Корея уже начинает думать совершенно другую политику в данный момент. Но у нас-то в России, наоборот, еще хуже, хуже и хуже. Поэтому, ну о чем можно говорить? Вот так, поэтому не может пример вообще что-либо говорить о Южной Корее. Это вот Северная Корея, еще вот посмотреть, у кого хуже, у кого лучше. Вот, наверное, такие примеры. А что касается Южной Кореи, то вообще не стоит нам сейчас говорить с нашей политикой. Аргумент тем, которые говорят, что у них есть какие-то природные преимущества или какие-то другие. А какие? Территория та же, как у Мордовии. Да нет. Значит, природных ресурсов при чем нет. есть Мордовия? Ведут Россия. войну. Мордовия это жизни такая вот же такой. Россия. А уж Россия у нас такая страна, природа и все остальное. Это действительно прекрасная наша страна. Лучше России действительно трудно найти. Природу имеется в виду. Прежде чем куда-то ехать, надо в своей немножко стране найти все прекрасные такие места, где действительно можно и отдыхать, и все остальное. Владимир Ильич, расскажите, пожалуйста, в декабре состоялось мероприятие межрегиональное в Москве в партии «Яблоко», куда пригласили вас, Совет. Заседание Федерального Не Совета. пригласили, а я член Федерального Вы член. Совета. Да. Расскажите, пожалуйста, вот с какой целью регулярно собирается вот такой Ну, мы крупный... ежегодные, мы, во-первых, политической ситуации нашей страны и реформы. А реформы нашей партии мы просто... Дело в том, что, конечно, надо поднимать вопрос молодежи. Молодежи. Но все очень трудно, потому что это сложный момент в партии «Яблоко». Это же быть в партии «Яблоко», это не говорит о том, получать дивиденды финансовые и что-либо. И все понимают, что быть в партии «Яблоко» – это быть в оппозиции. И много трудностей в жизненных до 10-го колена. Поэтому это сложный вопрос. Но надо, реорганизация должна наша. Все-таки партия «Яблоко» – это одна из всех партий. Остались. Демократическая партия – одна единственная партия в России, которая до сегодняшнего дня еще существует. Но нужны реформы. Молодежь. Молодежь привлекать в нашей партии как можно больше людей, разъяснять. Поэтому, конечно, все есть сложности по этому вопросу, потому что все-таки не так легко молодежи пойти
по этому вопросу, но все равно молодежь начинает думать, начинает. И начинает, вот смотришь, все-таки люди начинают думать о будущем и о том, что происходит в наше время. И понимать начинают люди, понимать. Я вот с радостью наблюдаю за этими вещами. Все-таки понимание идет. Ну, понимание, естественно, когда дети наши голодные становятся, ни у кого это рабцы. Ну, кому это понравится? Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы, ну, порядок в стране. Но это не факт, что не будет Путина. Путин другой человек, это что-то лучше будет. Это же очень важно. Может, еще хуже. После временного правительства был Ленин, было хуже. После Ленина стал Сталин, стало еще хуже. Да, поэтому... После Горбачева стал Ельцин, стало хуже. Да, после Горбачева Путин стало хуже. Поэтому такой вот закономерности нет. Совершенно верно. Это не вот, что Путина уберем, значит, обязательно... Даже Брежнев после Хрущева, я считаю, Брежнев был хуже. Да, поэтому все очень сложно. Обидно за нашу Россию, обидно. Потому что действительно страна прекрасна в том, что лучше Россия. Я считаю, что действительно я люблю свою Россию и никакой страну не поменяю. Хочу, чтобы своя Россия была страной действительно комфортной для наших детей. Вот так бы я сказал. Сегодня новости из жизни Мордовии за декабрь 2018 года комментировал организатор Мордовского регионального отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Владимир Евгеньевич Гредин. Спасибо вам большое, Владимир Евгеньевич. Спасибо.